Итак, мы продолжаем программу. Оторвемся от нашей грешной земли и поднимемся в небо. Тем более с воздуха все кажется так более красивым и более привлекательным. А в связи с нехваткой бензина наш следующий репортаж вы будете смотреть с самолета. Мы в гостях у патриотического объединения «Айхал». Большое значение. Уважаемые телезрители, программа «Добрый вечер, Геринг» ведет свой репортаж с борта самолета Ан-2. Сейчас мы будем присутствовать при парашюте. Вот сейчас я хочу вам представить, давайте познакомимся, как вас зовут? Меня зовут Юрий Алексеевич Щепель. Откуда вы приехали? Мы прибыли из Иркутска инспектировать открытие вашего клуба АТСК летного и парашютного профиля. Вот сейчас, через несколько минут, вы будете совершать прыжок. Это вот первый прыжок сегодня. Это как он считается? Пристрелочный прыжок, да? Да, это прыжок на пристрелку, прыжков с парашютом. Вообще, это мой первый прыжок на якутской земле, я должен вам сказать. Вообще, это по счету мой 859-й прыжок. Это много или мало? Ну, смотря с каких уровней. С наших уровней у нас считается много, это 3000 прыжков. Но для нашего ранга руководящего состава это уже много. Мы встретились с Кондратовским Владимиром Анатольевичем, председателем военно-патриотического объединения «Айхал». О своей работе сейчас он вам немножко расскажет. Вообще, если полностью рассказывать о работе, то, наверное, это нужно прямо отдельную передачу, потому что задумки очень большие. А мне просто хочется на сегодня сказать то, что мы можем уже показать. Вот сегодня мы можем показать парашютные прыжки. Работу клуба «Десантник». Завтра исполняется ровно 3 года со дня проведения первых прыжков в этом городе. Вот на сегодняшний день мы прыгали, привлекая авторов Якутска, Читы, Иркутска. И вот, наконец, сегодня получают допуск уже наши инструктора и наш летный состав для выброски парашютистов. Наконец, мы заимели свои парашюты. Вот. И теперь мы готовы работать с молодежью города уже постоянно. То есть, начиная с ноября, когда вот это вот озеро встало, и до марта месяца. Владимир Анатольевич, а вот сегодня мы уже побывали на борту самолета, полетали над городом, видели один прыжок. Что сегодня вот происходит на этой площадке? А сегодня проводится как раз проверка подготовки инструкторского состава. Вот прыгает руководящий состав, так называемые командирские прыжки и командирские полеты. Проверка для того, чтобы получить допуск и уже работать самостоятельно. Вот мы с ребятами разговаривали у самолета, у них уже по несколько прыжков, у некоторых там по 3, более прыжков, уже по 3 года занимаются. И говорят, что сейчас не очень, в общем, проблема с новыми кадрами, с ребятами, которые приходят заниматься. Почему это происходит? Не было своей матчасти, не было своих парашютов. А когда людям объясняешь, что они когда-то будут, ну сколько может ходить? Когда это на пальцах. Да. То есть тут нужно просто показать. Когда вот у нас вот теперь есть свои парашюты, когда мы теперь можем сами кидать, и можем мальчишке сказать, что если ты пришел в клуб «Десантник», то ты не просто отработал 3 месяца, а через 3 месяца ты прыгнешь. Тогда да, это зримо. Тогда человек будет работать. А так это все были обещания. Владимир Анатольевич, нашу программу, в общем-то, увидят многие ребята. И, допустим так, если они заинтересуются этим, куда им прийти, к кому обратиться, чтобы вот попасть в этот клуб? В Серебряный Бор. Приходить, значит, в здание ДСА, в которое наверху строится, или прямо вот на нижнюю базу, что у трубы, рядом с СТО. Все там знают клуб «Десантник», где там танки стоят, БТРы. Вот там же находится клуб «Десантник». Вот. В какое время мы проводим занятия с перворазниками, Михаил Александрович? Значит, занятия с перворазниками мы проводим. У нас месячные курсы. В конце каждого месяца у нас идет набор групп. Пожалуйста, будущих чемпионов приглашаем к нам. Представьтесь, пожалуйста. Аржаков Михаил Александрович, заместитель начальника аэроклуба по воздушно-десантной подготовке. Спасибо. В какое время приходить, Михаил Александрович? В занятия вот так? Значит, четко. Поскольку у нас школьники в основном и учащиеся ПТУ, то после занятий мы обычно работаем, у нас время до 6 часов. С 4 до 6, пожалуйста, запись в конце месяца, каждого месяца. Пожалуйста, приходите. Спасибо. Эту информацию все услышат. И, в общем-то, будем надеяться, как-то поможет поднять
престиж этого клуба, и мы тоже будем стараться. Потому что мы посмотрели, люди, которые здесь работают, я считаю, что это заинтересовано, что они болеют душой за это. И Да здесь будем работать. без энтузиастов здесь не Да. обойдется. Здесь действительно все сделано на энтузиазме вот этих вот ребят. Ну что ж, спасибо, Владимир Анатольевич. Надеюсь, что мы еще встретимся, еще какие-то будут передачи именно о вашей работе. Обязательно. Спасибо. Ребят, Вот сейчас мы познакомимся с ребятами, которые завтра будут совершать прыжки. Ребята, давайте познакомимся. Как зовут? Андрей, Паша. Юра. В школе учитесь? Нет, в СПТУ 12. СПТУ 12. А парашютным спортом давно занимаетесь? 3 года. 3 года. Сколько уже прыжков? 17. 7. 16. Вот завтра у вас прыжки, да? Вот сейчас мы снимали прыжок с парашюта. Кто укладывал парашют-то? Я укладывал. Ну, в общем, нормально уложил, да? Юра приземлился. Все мягко. Да. А много у вас ребят занимается в секции? Нечего, мало. А почему? Боятся? Да это, Просто видимо, прыжков связано. мало. Да, у нас сейчас прыжков нету. У нас нету своей базы. слабая. Не было базы, сейчас она уже Сейчас уже начинает как вот. А что у вас сейчас в базе, на базе есть? Парашют, вот самолет. Сколько парашютов? 16 там Д5, Д5, спортивные купола, 5 штук. А 5 самолет вот это ваш самолет? Вот это наш. Это уже вот, то есть венгерский парк. Да. А куда им прийти? Вот, допустим, ну, сейчас ребята посмотрят программу, и желание такое возникнет позаниматься парашютным спортом. Серебряный Бор. Поселок Серебряный Бор внизу в ДСА. Или Спросят, верхний где класс. ТСК. А со скольки лет? С 15 лет разрешается С прыгать. 15 лет уже можно прыгать, да? А вот у вас, как это, уже разряды есть, присваивается, нет? Да, у нас вот у всех Совершаешь 3 третий прыжка, разряд. уже 3 разряд. 3 прыжка это 3 разряд. Если отлично. 4 это 4. Нет. Если прыжки отлично совершены, то присваивается третий разряд. Живой долетел, уже отличный прыжок. Нет, там чтобы- выполнил задания, которые будут ему там. А какие вот задания? Расскажи так вкратце. Ну, Секунды. стабилизация 3 секунды, отпадать 3 секунды, раскрыться. Чтобы группировка. Затем, там, чтобы запаска у него не открылась, прибором расчекать запаску. И нормальное приземление обеспечить. Исхождение в воздухе, чтобы не было. Ну вот так вот между нами, мужиками, страшно прыгать? Да нет. Первый не страшно. Второй же пострашнее, третий еще Второй страшнее. просто уже Третий прыжок я осмысливаешь, боялся, вот как я. Некоторые второй боятся, а потом уже как-то нормально. Уже привычно. Ну ладно, давайте, удачи вам. Спасибо. Вовчик, прыгаем. давай. А вот и земля. И ничего страшного. Прыгайте на здоровье.
Thank